Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Правительство России закупит несколько тысяч школьных автобусов для регионов, куда направят новую технику в первую очередь. В горном районе идет подготовка к проведению спартакиады игр Манчары. Село Бердигистях посетила делегация Минтранса. И место, где можно не только посмотреть концерт, но и приготовить шашлыки. Новое общественное пространство появится в столице республики. Пожар на нефтескладе в селе Соскалах полностью ликвидирован. Об этом на заседании КЧС сообщил руководитель группы тушения, первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников. Самое главное, не пострадали люди и жилфонд, отметил первый зампред, и поручил возвращать переселенных жителей в свои дома. Колодезников выразил благодарность администрациям района и села, представителям МЧС, противопожарной службы и службы спасения. Кроме этого, Алексей Колодезников поручил ГУП ЖКХ выяснить причины возникновения пожара. Самое главное, что нет пострадавших, розлива нефтепродуктов недопустимы. Ну и своевременно дали ликвидацию пожара. 300 тонн газоконденсата, которые сгорели. В принципе, у нас здесь сейчас 2500 тонн газоконденсата в наличии есть. Это до 18 января следующего года. Но мы все равно своевременную доставку необходимого объема по замещению уничтоженного топлива сделаем, чтобы жизнеобеспечение здесь было обеспечено в полном объеме. За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 8 лесных пожаров. Продолжают действовать 36 природных возгораний. Сложная обстановка сохраняется в Мернинском, Тампонском и Усть-Алданском районах, где выявили 11 очагов. Борьбу с огнем ведут более 400 человек и 77 единиц техники. Напомним, что режим ЧС в лесах регионального характера отменили накануне. Росавиация открыла для международных полетов еще 3 города. Российские и иностранные авиакомпании теперь могут летать за границу из Казани, Калининграда и Новосибирска. Регулярное авиасообщение с некоторыми странами Москва возобновила 1 августа. Так, из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону разрешили летать в Лондон и Стамбул. А 10 августа возобновились полеты в турецкий Даламан, Бодрум и Анталию. 15 августа открылись рейсы в Швейцарию. Правительство России выделило 5 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов. Планируют приобрести не менее 2000 единиц техники. Значительная часть будет использоваться в сельской местности и отдаленных районах. А поставщиками станут российские производители, говорится в сообщении пресс-службы правительства страны. Отмечается, что решение также поддержит отечественных автомобилестроителей, которые получат новые заказы от государства. До 10 речных судов в год планируют производить на базе ТОР Якутия. Такой план для Жатайской судоверфи озвучили в корпорации развития Дальнего Востока. Реализация проекта сделает якутскую агломерацию центром судостроения и качественного обслуживания флота арктических рек, отметили в пресс-службе ведомства. По информации временно исполняющего обязанности директора Жатайской судоверфи Петра Накула, проектом также предусмотрена организация системы по утилизации списанных судов с последующей продажей металлолома специализированным организациям. Село Бердигистях с рабочим визитом посетила сегодня выездная комиссия Минтранса Якутии. Основной целью стала организация транспортного обслуживания 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Рабочая группа ознакомилась с процессом строительства объектов, в том числе стоянок для машин вблизи спортивных сооружений. В завершении визита прошло совещание, где обсудили вопросы транспортного обеспечения игр и развитию дорожного хозяйства в Горном Улусе. Сегодня мы рассматриваем вопросы федерального значения, дороги федерального, регионального значения и также по ремонтированию улично-дорожной сети села Бердигистях. Это в рамках подготовки и проведения игр Манчары в следующем году. И также мы сегодня обсудим вопросы обеспечения безопасности дорожного движения по Горному району и те вопросы, которые мы должны в следующем году по играм Манчары решить для обеспечения качественного и должного обслуживания, транспортного обслуживания участников и гостей игр Манчары.
Тем временем в Амге продолжается строительство здания управления пенсионного фонда. Всего строят 3 объекта. Это административное здание общей площадью более 300 квадратных метров, гараж на 25 квадратов и насосная станция с противопожарными резервуарами объемом 100 кубов. В строительстве заняты около 30 человек, все работники уроженцы Амгинского района. В настоящее время установлен короб основного административного здания, ведутся внутренние работы. Строительство идет без отставания от графика и должно быть завершено в конце этого года. Финансирование полностью из бюджета ПФР. В марте 2020 года был заключен государственный контракт с ООО «Диапазон», и в апреле этого года была забита первая свая. Работы начаты нами в апреле текущего года. Работа идет бесперебойно, материалы поставляются бесперебойно, в срок. По плану мы должны к концу года сдать объект. Это административное здание, насосная станция с пожарными комиссиями и гараж. Якутская телебашня засияет цветами триколора в день российского флага. 22 августа на телебашне города будет подключена архитектурно-художественная иллюминация. В этот день телебашня засияет цветами российского флага – белым, синим и красным. Предлагаем всем горожанам сфотографироваться на фоне телебашни и разместить фотографии в соцсетях с хэштегами «Флаг России», нижнее подчеркивание «Якутск». Подсветку телебашни включат в 21:00. В Калининградской области старые, никому не нужные куклы обретают вторую жизнь благодаря бережным рукам пенсионерки. По словам Веры Нестеровой, с трепетом она относится к куклам еще с детства, ведь одна из них стала стимулом для скорейшего выздоровления. Ее мама принесла первую в жизни девочки куклу к окну больницы, чтобы воодушевить дочку. Это воспоминание женщина пронесла через всю жизнь и теперь возвращается к нему, когда создает свои работы. Старые игрушки приносят Вере дети, а некоторые она находила сама. Дизайн для будущей одежды кукол пенсионерка придумывает тоже самостоятельно, даже завела отдельную тетрадь для эскизов. Потом вот эта кукла под дождем в одном у нас во дворе, под дождем лежала лето, больше. Вы не представляете, в каком она была состоянии. Она лежала вроде как типа в гамаке. У нее не было ручки. Вся была черная, но ее в 3 водах я ее восстановила. Даже ботиночек, смотрите, какой хороший. Одежду всю сшила новую, потому что все сгнило. Одна из работ женщины – кукла в школьной форме 20 века, украшает выставки в Лермонтовской библиотеке. Кроме кукол, Вера также занимается изготовлением картин из самых простых материалов – обрезков ткани, бумаги, соломки, а также украшает свой сад. А житель Томска побил рекорд Гиннесса по жиму штанги лежа под водой. Спортсмен и тренер Виталий Вивчар поднял снаряд весом 50 килограммов 76 раз. Поддержать Виталия к озеру Лебяжье в поселке Победа Томской области пришли около 100 людей. За фиксированием рекорда, согласно регламенту книги рекордов Гиннесса, следили профессиональный хронометрист и независимый свидетель. Процесс установки нового рекорда также был запечатлен на камеру. Непрерывная съемка велась с разных ракурсов. Теперь свидетели рекорда намерены отправить все необходимые документы и доказательства в офис книги. Сам Вивчар признался, что волновался перед важным событием, однако смог справиться с эмоциями и настроиться, несмотря на непогоду. Вот представляете, вы волновались, да? У меня это волнение в несколько раз больше было. Еще начиная с самого анонса этого мероприятия, я уже с того момента начинал волноваться. Вдруг что-то не так пойдет, кто-то не так сделает, что-то съемка прекратится или так далее. Потому что, конечно, волнительно очень было. И сейчас, в принципе, сегодня уже, я когда смотрю, вот эти ребята все ради меня здесь собрались, я понимаю, что на мне очень большая ответственность. Конечно, это очень большое волнение. Но это того стоит. Ради этих эмоций, собственно, да, можно и делать такие рекорды. Поэтому очень круто. Спасибо всем, кто пришел. Виталий Вивчар – чемпион России и Евразии по русскому жиму. Ранее спортсмену удалось поставить рекорд на федеральном уровне, пожав штангу весом 55 килограммов 1006 раз. Возвращаемся в наш регион. В сентябре у жителей Якутска появится новое общественное пространство. В районе автострады 50 лет октября идет строительство парка, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На строительство первой очереди потрачено порядка 20 миллионов рублей, часть из которых были перечислены из Фонда Победы. Сегодня в парке была уложена первая символическая тротуарная плитка. Подрядчики обещают сдать первую очередь уже к концу сентября. Это первый этап, первая очередь.
То есть в этом году будет предусмотрено устройство тротуарной плитки, это 4300 квадратов. Будет установлена здесь стелла, 75 лет Победы. И будут установлены также вот такие вот скамейки и светильники, 23 штуки. В этом году пока так. По проекту территория парка разбита на несколько частей. Зона отдыха, спортивная и детская площадки, велопешеходные дорожки и место для гриля и шашлыков. Также в парке установят сцену для проведения концертов и других мероприятий. Украсят общественное пространство 2 памятника, один из которых посвящен прославленному якутскому снайперу Ивану Кульбертинову. Строительство второй очереди парка Победы начнется в следующем году и должно завершиться к 2022 году, к празднованию столетия республики. В районном центре Тампонского района, поселке Хандага, в новой библиотеке сезон экспозиции открылся с выставки читателей. Свои коллекции для души представили 15 жителей района. С экспозицией ознакомился наш корреспондент Александр Тиянич. В эти дни выставочный зал – одно из самых посещаемых мест, открывшийся в новой библиотеке. Здесь выставлены коллекции читателей самых разных профессий и возрастов. В старой библиотеке мы выставку проводили в читальном зале. Места было мало, поэтому проводили для жителей поселка Хандага. А сейчас специальный выставочный зал. Вот поэтому районного масштаба. Все участники наши читатели. Примечательно, что многие коллекции связаны с профессиональной деятельностью. Жительница села Мегиналдан Розана Терахинова принесла на выставку коллекцию молочников. У нее их уже около 50 штук. Работала она всю жизнь дояркой. У хореографа из этого же села Елены Амосовой в коллекции сувениры в виде обуви. Есть даже хрустальная туфелька Золушки. У Александры Стручковой вполне обычная коллекция – конфетные фантики. Но она уверена, что это тоже история. В детстве я собирала фантики, потом в 2004 году я решила тоже собирать, чтобы передать внучкам, а внучки своим детям. Среди коллекций читателей можно видеть раритетные экземпляры предметов быта. Среди них есть даже целая коллекция значков с изображением семьи Ульяновых. Очень мне понравилось. Я вообще родилась когда-то в вашем районе, и поэтому 12 лет меня здесь не было. Замечательная выставка, очень красивая, очень интересная. Я сама любитель все собирать, езжу в разные страны, и меня впечатлило вот эти, конечно, вещи, которые собирают люди, отдают на эту выставку. Каких только коллекций нет у читателей. Одни хранят их с детства, другие привозят из путешествий, а теперь они доставляют радость посетителям выставки. Александр Тиянич, Хандага, Тампонский район. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.